В народную программу жителей Коми направили более 27 тысяч предложений. Обращения от граждан обсудили на брифинге в региональном офисе «Единой России». По мнению жителей республики, необходимо расширить реестр образовательных организаций, требующих ремонта, к школам добавить детские сады. Также в числе наболевших тем упрощение процедуры медкомиссии для подтверждения инвалидности, рыночная цена жилья, содержание детских площадок. Все предложения, которые войдут в народную программу, станут обязательны для выполнения депутатским корпусом, активом и сторонниками партии на предстоящие годы. Более того, программа будет постоянно дополняться, совершенствоваться. Жизнь меняется, и, естественно, никакой программный документ не может быть застывшим. В сборе предложений приняли участие общественники, жители Коми, коллективы медицинских организаций и волонтеры. Депутат Госдумы Ольга Севастьянова отметила 3 знаковых, по ее мнению, идеи. Закон о бабушках и дедушках, предусматривающий выплаты старшему поколению за воспитание внуков, предложение о лекарственном страховании, а также дополнительные льготы для бизнеса и людей, живущих на севере. На сегодняшний день у нас формируется не только народная программа, а практически уже сформирован народный законодательный портфель, потому что очень много инициатив, которые связаны либо с внесением изменения в существующие законы, либо в принятии законов новых. Собранные предложения отправят в Москву, там наказы распределят по темам. Отобранные идеи войдут в народную программу, которую примут на партийном съезде 24 августа.